Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Мои дорогие, тема сегодняшнего гадания звучит так. Что от вас скрыто, но это неизбежно случится? Пожалуйста, посмотрите на песочек, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что от меня скрыто и что неизбежно случится? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, что же от вас скрыто и что случится неизбежно? Что от вас скрыто и что случится неизбежно? Так, ну что, мои дорогие, что от вас скрыто? Скрыто от вас то, что в вашем окружении есть человек, который, ну, скажем так, неприятный человек, который хотел бы вам навредить. Этот человек – это женщина. Женщина, ну, знаете, такая достаточно... Вы ее знаете ее давно. Она ничем себя, скажем так, не запятнала, но она вас вот просто на дух не переносит. Она считает вас своим врагом, она к вам очень плохо относится и, знаете, какую-то подставу вам готовит, реально подставу. Вот мне прям идет, что это где-то либо вот ваша подруга, которая, например, скажем так, положила глаз на вашего любимого человека, либо это на работе какая-то ситуация. У кого-то либо так будет. Понимаете? Именно женщина, которая вам улыбается, которая с вами общается, даже где-то помогает. Понимаете? Она одной рукой помогает, а другой рукой она у вас отбирает. Вот такая идет ситуация. Берегитесь женщин, особенно тех, которые вот прям дружат с вами, да. Еще раз говорю, эта ситуация может быть на работе, а может быть и в дружбе, да, вот именно в личных отношениях. Женщина, ну, не знаю, она настолько сильно на вас обозлилась, она настолько сильно вот прям, не знаю, она вбила себе в голову, что все несправедливо, что вы получаете незаслуженно, да, что, дескать, она хорошая и ей в жизни не везет, а вы там не цените то, что имеете, плюс вечно там чем-то недовольны, и что вас нужно прям проучить. Скажем так, ей не нужен, например, ваш любимый человек на самом деле, либо ей не нужно ваше место, либо там, не знаю, что бы она хотела там на работе, как вас подставить, но она как будто бы наказать вас хочет. Она на вас очень сильно обижена. Обижена за то, что считает жизнь несправедливой. Понимаете, это именно тот случай, когда, скажем так, человек просто как слетел с катушек, да, неудовлетворенность, очень сильная неудовлетворенность по ее жизни идет. И она вот вас назначила ответственной. То есть вы у нее там прям на глазах все время мелькаете, считая, что вы там прям все вам идет, а ей такой хороший, несчастный, ничего не достается. То есть здесь вот прям негативит в вашу сторону. Кстати, вы могли это и замечать, потому что может какие-то резкие, странные, колкие высказывания делать в ваш адрес. Если понимаете, о ком я говорю, постарайтесь просто свести в ноль общение с этой женщиной, потому что она реально опасная для вас идет. Следующий момент. Что от вас скрыто? От вас скрыто, что два человека за вашей спиной о вас очень часто общаются. Общаются они, не знаю, они видят какую-то вашу необычную ценность. Ценность может быть в ресурсном понимании, это может быть, там, например, на работе начальники общаются и думают, как бы можно там с вас еще что-нибудь получить, причем бесплатно, да. Либо кто-нибудь в вашем окружении, может быть, даже какие-то родственники ваши, хотели бы где-то тоже с вас что-то получить. Либо может быть еще такой момент, что люди, например, для вас что-то делают, да, ваши сотрудники, если у вас бизнес, либо, например, у вас там идет ремонт, и это люди, которые работают, да, делают ремонт. Они думают вот от какой-то такой, знаете, хитрости, да, где бы они смогли с вас каких-то ресурсов получить. Может быть, там
повышение в оплате, да, либо там обмануть вас, там выставить вам не тот счет, либо, например, да, навешать на вас больше обязанностей, при этом там не доплачивать, либо что-то у вас выпросить. Понимаете, вот именно два человека, мужчина и женщина, они постоянно вот прям шушукаются за вашей спиной и что-то вот прям желают ресурсов, понимаете, здесь вот именно ресурсы идут. Но вы уж сами смотрите, что это за ситуация. Так, что еще от вас скрыто? Есть человек, который скоро придет в ваш дом к вам с подарком. Вот что от вас скрыто. Неожиданно вот этот человек, он в руках, видите, несет коробку, подарочную коробку. И этот человек, мало того, что он придет с этой коробкой, с этим подарком, но и будет как-то себя странно проявлять в вашу сторону. Здесь просто рыба еще идет такая, знаете, которая не плывет, а, не знаю, стоит на своем, там, не знаю, плавнике. Человек странный, и, скажем так, это может быть ситуация, да, когда вы узнаете, что кто-то безумно в вас влюблен, да, и желает там с вами вот именно каких-то отношений ярких, страстных, может быть, даже ни к чему не обязывающих. То есть человек в вашем окружении может быть там друг вашей подруги, друг вашего мужа, да, либо там друг любимого человека. То есть вот человек, который влюблен, и он просто уже там, не знаю, спит и видит, как бы с вами реализовать свои тайные желания, назовем их так. Вот такая ситуация. Так, от любимых людей, кто в паре, в браке, в отношениях, здесь ожидайте каких-то странных историй. Вам будут рассказывать истории, как будто бы из жизни других, да, друзей, знакомых, кого угодно. Но вы должны понимать, что это тайна и это секрет вашего человека. Он не может прямо вам рассказать о том, что у него есть переживания. Переживания очень сильные, кстати. Переживания касаются денег, переживания касаются материальной стабильности. Скорее всего, проблемы на работе, либо эту работу человек ваш теряет, либо понимает, что придется уходить, да, и уходить там в свободное плавание. И человек вам будет рассказывать истории и смотреть на вашу реакцию. Понимаете, что рассказывает он о себе и желает поддержки от вас. А вы уже дальше смотрите по ситуации, которая именно между вами и вашей семье. Поддерживать вам человека, либо действительно дать ему какой-то ценный, дельный совет. То есть то, что будут вам рассказывать истории, это точно. Еще я вижу тут зарождение какого-то нового дела, либо новой жизни. То есть, мои милые, кто планировал беременность, ну вот как раз таки и забеременеете. Если вы, это просто, знаете, неизбежно случится. Видите, вот здесь как зародыш, да, в матке находится. Либо дело, которое вы там себе думали, планировали, оно тоже даст результат прекрасный. Потому что это, как, знаете, как новая жизнь, новый вот прям росточек идет. Да? Либо это беременность, либо это росточек. Это тоже будет очень хорошо и результативно. То есть, например, вы сейчас учитесь и понимаете, что вы закончите какие-то курсы, либо получите дополнительные знания и сможете, например, найти себе высокооплачиваемую работу, да? Либо сможете эти знания применить там во благо себе. Это все случится, это все произойдет. То есть занимайтесь, знайте, что все будет замечательно. Кто хотел беременность, вот, пожалуйста, она есть. Кто, например, не хотел, ну тогда предохраняйтесь, мои дорогие, потому что вот вышел у нас новый человечек. Вот так вот, мои дорогие. Думайте сами, решайте сами, что для вас хорошо. Здесь вот еще человек в горизонте держит морковку для вас. Но он, правда, в горизонте, и мне это говорит о том, что в будущем от кого-то вы получите какие-то вот прям дополнительные, вот не знаю, ресурсы, подарки, признания. То есть человек вам придет и прям будет вас там осыпать, причем там, знаете, благодарственно, да. Кому-то, может быть, вы помогли, кому-то, может, вы поможете, да, и человек вас будет очень долго за это благодарить, и прям, не знаю, тут такая благодарность какая-то нескончаемая идет в вашу сторону. Так, что еще неизбежно случится? Ну, неизбежно случится семья, неизбежно случится гармония в отношениях. Если вы сейчас спорите, ссоритесь, то будет примирение, будет мир в душе, будет мир между людьми, и вы научитесь принимать друг друга такими, как вы есть. То есть, не знаю, тут, знаете, какая идет история, что человек, скорее всего,
Ну, тут либо какая-то опасность идет, либо болезнь какая-то, да, у человека как будто бы, ну, по грани пройдется, да, вот будет балансировать между, там, например, жизнью и смертью. То есть, ну, конечно, не дай бог, чтобы такая ситуация была, но я просто так вижу. Вот какая-то грань будет, да, и точка, вот, за которой невозврат. И вы так настолько испугаетесь за этого человека, настолько сильно вы вот распереживаетесь. Может, кстати, там сон приснится такой, да, это же не обязательно, что случится вот именно, как я говорю. Во сне, может быть, вы увидите. И вот именно эта ситуация поменяет ваши отношения в целом, да, к любимому человеку, либо к семье, вот как вы там в семье находитесь. Так страшно вам будет потерять этого человека, так страшно вам будет остаться одной, что вы для себя просто решите, что все вот эти споры, ссоры, это все ерунда. И никому они не нужны, и никакой пользы они не несут. И что нужно ценить каждую минуточку и каждую секундочку вместе. И что именно это счастье, именно эта радость. И так, в таком формате нужно и дальше жить. Да? Нужно ценить то, что имеем. Вот такая идет ситуация. То есть, ну, не буду говорить поумнеете, да, ну, то есть просветление у вас явно пойдет. И знаете, я вижу, что вы вместе будете над гнездом своим работать, да, на то, чтобы гнездо у вас было, чтобы семья у вас была. Для тех, кто одинокий, кто вот в поисках, да, у кого там сердечко одинокое, знаете, вот по-любому здесь две птички, они на гнезде. То есть одиночество вам не грозит. То есть это какая-то временная ситуация, и ваш человек, он где-то рядом с вами. Кстати, человек, если вы, например, одиноки, то ваш человек, он не местный, он где-то с вами на расстоянии находится, потому что даже вот с его стороны это больше как туфелька идет. Да? Но туфелька, опять же таки, в вашу сторону смотрит. Не вы к нему поедете, а он к вам приедет. Вот такая идет ситуация. Ну, а те, кто в стабильных отношениях, то тут, конечно, семья, брак, все стабильно, все замечательно. Кто идет к семье, к браку, обязательно у вас все будет, и все будет замечательно. И исполнение мечты. Здесь звезда над вами горит, над вашим кровом. То есть здесь исполнится мечта не какого-то конкретного человека, там, не вашего партнера, а ваша общая мечта. То, что вы вдвоем мечтали, вот у вас именно идет исполнение. Особенно это касается, если вы мечтали о своем собственном жилье, о своей собственной крыше над головой. Вот это исполнение к вам неизбежно, мои дорогие, идет. Причем идет в самом лучшем виде для вас. Вот такое гадание у меня вышло. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.